Вы смотрите новости, в студии Иван Лазаренко, и коротко о главных темах выпуска. Спасательная операция в Кобяйском районе благополучно завершена. В республике проходит юбилейная благотворительная акция «Подари волшебство». Сегодня, 26 декабря, в городе Якутске состоится традиционная елка главы Якутии. Центральным межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по республике возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины на охоте в Горном районе. По данным следствия, 23 декабря на участке местности Эргиз, расположенном на расстоянии 44 километров от села Дикимдя Горного района, 47-летний мужчина во время охоты произвел не менее 3 выстрелов из огнестрельного длинноствольного охотничьего оружия в сторону находящегося от него на расстоянии 150 метров 51-летнего мужчину, причинив ему огнестрельное ранение головы. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. Как пояснил стрелявший, в условиях недостаточной видимости он принял человека за животное. В настоящее время в рамках расследования устанавливается объективная картина произошедшего. Расследование продолжается. Тем временем спасательная операция в Кобяйском районе благополучно завершена. По состоянию на 18 часов субботы все люди вернулись домой живыми и здоровыми. Замороженные автомобили заберут, когда откроется автозимник. Напомним, 24 декабря на пульт службы спасения республики поступила информация о том, что из села Себян-Кюэля в Сегян-Кюель выехала колонна из 12 грузовых автомашин. 25 декабря 9:30 утра на автозимнике была обнаружена колонна автомобилей. Большая часть машин заморожена ввиду отсутствия топлива. С жалобами на здоровье никто не обращался. Спасатели передали водителям топливо и продукты питания. От эвакуации водители отказались. Перейдем к эпидобстановке. На 26 декабря на территории республики зарегистрировали 110 новых случаев коронавируса, передает региональный оперштаб. Из них 33 человека заболели в столице, 21 в Нерюнгринском районе, 12 в Мирнинском. По 9 случаев обнаружили в Алданском и Сунтарском районах, 6 в Мегино-Кангаласском. 4 заболевших выявили в Алекминском районе, по 3 в Верхоянском, Ленском, Нюрбинском и Тампонском районах. По одному случаю приходится на Амгинский, Намский, Среднеколымский и Татинский районы. Якутия станет партнером Российской креативной недели. Глава республики Айсен Николаев в Москве подписал соглашение о сотрудничестве с Роскультцентром. В его рамках планируется проводить совместные исследования и мероприятия, которые должны способствовать развитию креативной индустрии не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране. Подробности в следующем материале. Якутия – это признанный лидер в России в области креативной индустрии. В регионе развивается кино, мода, дизайн, IT-технологии. На недавней премии Russian Creative Awards Якутия попала в топ-5 самых креативных регионов страны, наряду с Москвой и Нижним Новгородом. И в республике действительно много новаторства в этом направлении. Мы первыми приняли тогда концепцию развития креативных индустрий. Сейчас мы понимаем, что, наверное, нам нужно принимать уже закон и о развитии поддержки креативных индустрий. И отдельно у нас еще закон будет все-таки о поддержке нашего кинематографа, потому что у нас кино таким становится тоже базовым инструментом развития креативных индустрий. Но новые подходы нужны не только в творческой индустрии. Якутия одной из первых внедряет креативные решения во все сектора экономики. И мы с вами понимаем, что если работает, не знаю, тракторный завод, но на заводе есть качественный айтишник, дизайнер, маркетолог, то, конечно, КПД такого завода будет гораздо выше. И Якутия выбрала в том числе этот инновационный подход, который не всем пока еще понятен. И я хотела бы, наверное, тут поздравить Айсена Сергеевича, потому что вы сейчас задаете тренд вот в этом правильном понимании других субъектов, как развивать креативную экономику, и что это не просто про творчество, а про долю креативности всего сектора, и в том числе сырьевого. И неудивительно, что между Якутией и Роскультцентром было подписано соглашение. В нашем регионе действительно есть идеи, которые можно масштабировать на всю страну. Например, скоро заработает первый на Дальнем Востоке креативный кластер. Также в ходе встречи
встрече прозвучало, что в будущем году Якутия станет партнером креативной недели в Москве. И вполне возможно, это сотрудничество станет еще шире. Мы хотим, чтобы в 2023 году, например, региональная неделя, российская креативная неделя проходила у нас в Якутске. Мы тоже к этому готовы и считаем, что это как раз может быть приурочено к годовщине работы нашего квартала труда. Можно будет обсудить достижения, посмотреть, какие вопросы возникают. Ну, все сделать, чтобы креативные индустрии у нас в Якутии развивались еще быстрее. Айсен Николаев также отметил, что те дивиденды, которые регион получает от добычи полезных ископаемых, нужно направлять на развитие новой экономики, ориентированной в первую очередь на развитие человеческого капитала, на реализацию того огромного креативного таланта, который имеется сегодня у Якутии. Максим Кардузу, Джур Березкин, Москва. Книги местного, известного в интернет-пространстве писателя-фантаста Сергея Ли появились на прилавках книжных магазинов Якутска. Произведение, написанное в жанре развлекательной фантастики «Стать сильнее», является первой книгой, выпущенной в текущем году тиражом в 1500 экземпляров. Писатель Сергей Ли в электронном формате выпустил уже более 10 книг. Также в прошлом году сам издал книгу «Боевое безумие» в жанре боевая фантастика. Это произведение наиболее популярное среди читателей. В дальнейшем писатель планирует свои книги выпускать в популярном ныне формате графического романа. Данный формат предусматривает иллюстрацию подобно комиксам, но при этом содержит объемный текст. Сначала я просто писал на самоиздате, выкладывал в интернет. Потом у меня появились там поклонники, читатели. Меня пригласили на интернет-площадку по продаже книг. Я там начал выступать, две серии начал писать, как раз «Стать сильнее» и «Боевое безумие». В прошлом году со мной связалось издательство АСТ и предложило выпустить эту серию. Это фэнтези, это больше для подростков рассчитано, фантастика. То есть это отвлечься, почитать, получить позитивные эмоции. Сегодня, 26 декабря, в городе Якутске состоится традиционная елка главы Якутии. Праздничное мероприятие пройдет в Саха-цирке, где соберутся лучшие школьники со всей нашей республики. Среди них отличники учебы, активисты, спортсмены, победители олимпиад и научно-практических конференций, а также других значимых конкурсов. Прямую трансляцию мероприятия смотрите на канале Якутия-24 и НВК «Саха». Напомним, что приглашение и единовременной стипендии на главный новогодний праздник учащихся ежегодно удостаиваются порядка 700 ребят со всех уголков северного региона, добившихся высоких результатов в учебе, спорте, науке и искусстве. В республике состоялось открытие юбилейной благотворительной акции «Подари волшебство». Волшебная акция проводится межмуниципальным отделом МВД Якутска уже 16 лет. Ежегодно в канун Нового года полицейские Деда Морозы и Снегурочки дарят подарки детям. Несмотря на пандемию коронавируса, которая диктует свои условия, полицейские решили не прерывать добрую многолетнюю традицию, но с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Одними из первых из рук якутского Деда Мороза, повелителя холода Чисхана, и его внучки Харчаны подарки получила многодетная семья Ивановых, воспитывающая 6 детей. А ты стишок расскажешь, да? Во-первых, взаимосвязь между органами внутренних дел и частью общественности. Принося эту частичку радости, мы приносим же какое-то волшебство действительно в дом. В этот день мы забываем все обиды, которые были. Не секрет, что эти подростки, некоторые состоят на наших профилактических учетах. И мы показываем со своей стороны не только себя с негативной стороны, но и с положительной стороны. Между тем, в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда установили необычную новогоднюю елку. Мы искали елочку, которой нет нигде в мире, хотели сделать что-то уникальное для нашего города Волгограда и похвастаться. Пригласить тем самым людей в наш парк, в наш зимний сезон, который впервые открывается в Центральном парке, рассказал создатель футуристического украшения Денис Вогель. По словам архитектора, новогоднее украшение уникально из-за формы постройки. Дерево состоит из 2 спиралей, которые в синергии создают образ ели. Все части конструкции покрыты краской-хамелеоном, которая создает необычные образы при свете солнца.
Она состоит из 140 металлических трубок, которые покрашены в специальную краску хамелеон, которая на солнце играет определенным образом. На этой елочке нет ни одной одинаковой трубки. Каждая трубка украшена специальной сферической лампочкой 7-ваттной. И они с определенным шагом расположены на центральной оси этой елки, то есть через 7 и 40 градусов соответственно. То есть нет ни одной одинаковой детали на этой елке. Она украшена пятиконечной, почти 2-метровой звездой, на которой расположены специальные управляемые светильники, так называемые пиксели, которые под программным управлением можно задавать различные цвета и какие-то узоры. Ну а в Санкт-Петербурге запустили маршрут новогоднего Дед-Моробуса. Праздничный автобус традиционно начинает курсировать по улицам северной столицы в конце декабря. Пассажиры необычного транспорта собираются на площади Восстания. Целый оркестр Дедов Морозов играет перед восторженной публикой, а затем отправляется в путь по Невскому проспекту, делая музыкальные остановки. Сам же ретро-автобус украшен яркими гирляндами и еловыми ветками. Встретить Дед-Моробус на улицах Петербурга можно до 30 декабря. Закаленная Россия – сильная страна. Под таким названием третий год подряд по всей стране проходит акция «Здоровье». Несмотря на суровые якутские морозы, сахаморжи в стране от акции не остались и также приняли в ней самое активное участие. Все подробности расскажем далее. Процедуры скорее ледяные, нежели водные. Чтобы погружаться в прорубь в минус 50, нужно быть сильным не столько телом, сколько духом. Моржевание в Якутии имеет свою специфику. Так, для переодевания необходимо теплое помещение, как минимум палатка с подогревом. Впрочем, члены организации «Сахаморжи» установили свою палатку только сегодня. Окупаются они каждый день при любой температуре. Силу духа дает. Очень такую силу дает, энергию. И человеку дает здоровье. Николай занимается моржеванием уже более 30 лет. Начал обливаться холодной водой еще в 8 классе. Частые простуды подтолкнули его тогда заняться своим здоровьем. И на пути здорового образа жизни Николай собрал немало единомышленников. Однако стоит помнить, что закаливание нужно начинать постепенно и только с лета. Только с лета, с жары. С лета купаемся и так до зимы. И в прорубь. Все. Энергетик Иван Федоров с моржами как раз с лета. С жарких дней стал приучать себя к ежедневному купанию и говорит, что результат уже есть. Общее состояние очень хорошее, очень позитивное. Свой организм вот именно в проруби испытываешь, да, и уже когда начинается осенний и зимний период, вот начинаются вот такие заболевания насморк, вот такого уже полгода уже у меня нету. Столичные моржи собираются уходить дальше, ближе к середине реки. Вода у берега прибывает, и из-за этого прорубь за сутки покрывается льдом аж на 15 сантиметров. Приходится прорубать ее каждое утро снова и снова. Но несмотря на все эти климатические особенности, якутские морозы, сахаморжи уверены, холодная вода делает их здоровее. И бросать свое экстремальное хобби не собираются. Общественная организация здорового образа жизни и закаливания сахаморжи участвуем во всероссийской акции «Закаленная Россия – сильная страна! Уруй! Айхан! Уруй! Айхан! Уруй! Айхан! 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 Анна Васильева, Евгений Тайтонов, Григорий Николаев, Якутск. К этому часу пока все. Оставайтесь на нашем канале.